Предлагаю закончить программу на позитиве. Столица Татарстана, Казань, вышла в лидеры по строительству социальных объектов среди городов-миллионников. На втором месте Челябинск, на третьем Новосибирск. За 10 лет в Казани построены 90 детских садов, 25 школ, 18 домов культуры, 5 больниц и 16 поликлиник, 23 спортивных объекта. Словом, нам в очередной раз есть чем гордиться. И подобными достижениями может похвалиться буквально каждый район республики. Обо всем этом можно узнать на сайте Татарстан ТОП, посвященного проекту «Татарстан. Республика достижений», который стартовал на прошлой неделе. Автобусный тур продлится в республике до 1 марта. Жители многих районов Татарстана получат возможность пообщаться на своей малой родине с представителями республиканских и федеральных властей. Они расскажут о том, чего достигла наша республика в последние 10-15 лет и в каком направлении нам предстоит развиваться в будущем. Зуфар Давлетшин продолжит тему. Проекты национальные, то есть общефедеральные, или программы сугубо татарстанские. Для жителей республики нет большой разницы, благодаря каким из них жить становится лучше. В конечном итоге все делается для качественного проживания людей, для того, чтобы люди меньше болели, дольше жили именно в комфортных условиях. Мы стараемся сделать участок во всех программах. Мы не делим республиканские, муниципальные, через какие-то фонды, через это. В год у нас получается участвовать порядка 40. Лозунг «Все во имя человека, все во благо человека», ставший когда-то притчей во языцах, снова актуален и без всякой иронии. Эти программы, они про каждого. И мы основываемся на ваших пожеланиях, инициативах, мы учитываем их. Не просто строительство определенных объектов, а именно того, что нужно в конкретном населенном пункте здесь и сейчас. Главное не цифры, главное не объекты, а главное вовлеченность всех жителей в эти национальные проекты. И вот благодаря этим национальным проектам была возможность, общаясь с жителями районов, городов, именно реализовать тот проект, который необходим для жителей. Мы как-то идем вперед и редко оглядываемся назад. У меня вот работа уже 16 лет, за эти годы не было дорог, школы какие были, детские сады. А сюда посмотрите, за эти годы столько всего изменилось. И каждый год, несмотря только 23 год, посмотрите, 44 у нас в этом году разных проектов. И нет различий, большой это район или малый, сельский, нефтяной или туристический. 5 ФАПов были отремонтированы и сданы. Это школы, 2 школах. И в то же время у нас общественное пространство 15 миллионов. Ну и, конечно, качественная дорога. Это для нас это основной вопрос. В этом году на более 320 миллионов мы построили дороги. 2 моста, которые будут так необходимы нам. И одно тянет за собой другое. Экология – это улучшение здоровья, дороги – это развитие экономики и так далее. Традиционные для России шутки про дороги теперь вот только неуместны. Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из главных задач, поставленных перед дорожниками главой государства. Если дорога плохая, нас ругают. А если вот сейчас это как хорошее, все это забывает, у нас другие проблемы уже появляются. Дай Бог, благодаря этим проектам остальные будем решать. И тот случай, когда можно воспользоваться ситуацией и на такой встрече решить и другие проблемы. К примеру, Болгар – один из туристических центров республики, на берегу большой реки, но был без комфортного пляжа. Как, собственно, пока еще большинство городов Татарстана. В прошлом году за счет этой меры национального проекта было поддержано 22 предпринимателя, которые создадут 22 пляжа на территории Республики Татарстан. Один из них на территории как раз Спасского района. Пляж мы построим, а там дороги нету уже. И, конечно, есть куда двигаться, решать те проблемы, до которых еще не могли добраться. Водоснабжение, наверное, один из самых основных. Если в целом теперь в России и в Республике Татарстан в состоянии коммунальных сетей инфраструктуры вопрос номер 1 на сегодняшний день, то вот в районе, наверное, это все-таки действительно водоснабжение.
Зуфар Давлетшин, 7 дней при содействии районных средств массовой информации.